другом происходит. Только единственное, не повезло, что сириец оказался там. Это же все хотели на, ну, как бы, исламофобию там, да, то есть межнациональную рознь, то есть, да, столкнуть народы друг с другом. Ну, там не повезло, да? Да, сейчас этот шевель служит, этот шевель служит. Ребята, Дона поднимите, Дон, поднимайся, Дон. Да, друзья, тапаем, делимся стримом, да. Да. Дона поднимите. Вот я тапаю. Сейчас я договорю, Алекс, да, смотри, вот и сейчас опять же происходят вот эти сценарии событий. И в начало войны положено, да, вот бомбежка Ирана. Да. В месяц Рамадан, когда люди постятся, тяжелейшие, да, вот люди, которые тем более находятся в Иране, где погодные условия намного жарче, тяжелее. Месяц Рамадан и накануне Хануки. Вот многие скажут, да ты что, конспирология, там, это религия, ты что? А почему это совпадение сплошь и рядом происходит, каждый раз? Наши сионюги рядом. И еще радуются, в Хануку радуются, что бомбят Ирак, людей, девочек убивают. То есть любыми путями и средствами, опять же, да, раскручивая этот антисемитизм. Сами, правильно вы говорите, да, настроение антисемитизма, опять же себя превознести жертвой. Да вы что, вы агрессоры, которые официально у вас... И скажу вам, извините, еще прошу у вас прощения. Не дай Бог, что какой-то еврей, нормальный еврей, что-то скажет. Не дай Бог, какой-то нормальный человек что-то скажет. Не дай Бог. Который нерелигиозный, который скажет, не надо, ребята, это религия, оставьте в сторону. Там типа мы же не религиозные люди, мы демократичные, мы это. Нет. Ненависть. Можно я это скажу? Извините, прошу прощения. Дело в том, что... Да, у нас новые спикеры, после того, Алекс, вы выскажетесь, давайте по очереди, если, наверное, просто некоторые бывают неудобно. Да, перебивать. Да, вы договорите свою мысль, мы дадим договорить. Говорите, буквально вы продолжаете. 2 секунды. Займет 2 секунды буквально, можно? Можно мне 2 секунды занять? Да, я выключил микрофон, говорите, продолжайте. Так я говорю, тот, кто идентифицирован был в Австралии, который стрелял в людей, он служил в армии обороны Израиля. Все, точка. И это доказано. Да, давайте новый гость к нам добавился, Марс. Марс, вы откуда, Марс? Да, приветствую, меня зовут Павел, я из Польши. Я хотел бы сразу вас здесь призвать, чтобы вы не употребляли неправильных определений, когда вы говорите, что антисемитизм – это неправильно, потому что мы знаем, что евреи – это семиты, но и арабы тоже семиты. И никто не выступает против арабов, против евреев, да, вот, это неправильно. Потом относительно каких-то утверждений, которые здесь говорят, что доказано, что он служил в обороне Израиля. Кем доказано это? Потом третий вопрос. Вы говорили о том, что определили Макашова как военного преступника. Я, конечно же, не любитель Макашова и тоже презираю его. Но кто определил, что он является, какой суд определил, что он является военным преступником? Это уже вы у грузинского народа спросите, мы там не вопрос. Нет, если почему грузинский народ не сделал суд над ним и не определил? Есть уголовное дело по этому поводу. Были убийства людей, как это, кто определил? Суд. Я что ли? Грузинский народный суд. Да, я с вами согласен. Послушайте, я с вами соглашусь, да. Антисемитизм почему-то монополизировали израильтяне, особенности сторонники сионизма. Мы прекрасно знаем, не только арабы и евреи, да, и семиты, и эфиопы в том числе. Но самыми большими антисемитами является сегодняшнее руководство Израиля. То есть, да, сегодняшнее руководство Израиля является самым большим антисемитами, которые ненавидят евреев, которые ненавидят арабов. Ну, про эфиопов я вообще не буду говорить, которых стерилизовали, да, когда они
начали приезжать там в Израиль в свое время, после того, как подняли огромный резонанс поднялся, ООН внес это как бы, в признаки там, не помню, геноцида, уничтожения, что-то такое. Затем израильское лобби все-таки добилось отмены этой пункта или статьи из ООН. Вы представляете, ООН влезли и заставили ООН это отменить. То, что они убивали, то есть зародыши детей, эфиопов. То есть это же расизм. Это же расизм. Да, поднимайся. Уважаемый Ибрагим, как закончить, дайте слово. Да, смотрите, алло. Там зашел поляк сейчас, поляк так называемый. Вот у меня вопрос к этому поляку. Туск соучастник Смоленск 2010. Смоленск 2010 это убийство, это контора Эпштейна грохнула польскую лику. Ты что тут рассказываешь? Ты какой поляк? Это левый чувак тут зашел. Поляк, алло там. Почекай. Туск, мразь, соучастник Смоленска 2010. Это контора Эпштейна грохнула самолет этот. Понятно? Ребята, я знаю, Ибрагим, я знаю, он очень известный человек. Он очень известный, он очень знаменитый человек. Я его лично знаю. Да. Можно слово? Он не пустослов. Он имеет огромные достижения в науке. Это человек науки. Добрый вечер всем, друзья. Здравствуйте. Да, приветствую. Да, привет. Всем привет, братва. Вот со вчерашнего дня, вот эти 2 дня, я замечаю новую тенденцию. И сегодня, кстати, тоже на протяжении, вот на работе сидел, и где-то на протяжении часа-полтора, тоже смотрел, там открываются стримы против армян. С обидой на армян, что якобы мы помогали Азербайджану, но когда к нам домой пришла война, Азербайджан от нас отвернулся, у армян был шанс с нами помириться, но армяне тоже от нас отвернулись, помирились с азербайджанцами и от нас тоже отвернулись, Вот армяне, эти антисемиты, Вы представляете? Это 2023, извините, скажу цифрами. Значит, скажу вам, ассирийцы, арамейцы, хананяйцы, финикийцы, эти арабы, евреи, все являются семитами. Все. Они все там семиты. После того, как, скажем так, волей случая Вавилон был разрушен, эти народы появились на свет, скажем так. Значит, вот один из этих народов этот народ. Но в 2023 году больше всего семитов, по цифре, больше всего семитов уничтожил физически господин Нетаньяху. Потому что, как известно науке, арабы, палестинцы, то бишь, тоже семиты. Он уничтожил свыше 20 тысяч семитов. Господин Нетаньяху. Будучи, кстати, не семитом, он из каких-то европейских народов. Он по генетике не араб. И не еврей, если хотите правду знать. Он что-то там из каких-то народов. Да. Это новообращенный. Дядя, это как закончить? Я закончил, спасибо. Значит, вот Ибрагим правильно подметил один момент, связанный с Организацией Объединенных Наций. Моя точка... Epior nav comiacho. Yes. ООН, НАТО просто проигнорировали, как ядерная сверхдержава. Российская Федерация решила просто разделить Грузию на ту часть, которая будет подконтрольна ей, а остальное просто ослабить до лучших времен, чтобы потом можно было и другую часть отхапать. С того момента Организация Объединенных Наций в глазах нормального человека больше не имеет никакой легитимности. У меня все.
Ассаламу алейкум, всем барев, дед. Короче, смотрите, вообще Нетаньяху корни, вообще его отец выходит с Польши, если что имейте в виду. Он вообще к евреям никакого отношения не имеет, этот Нетаньяху. Они, ну или они польские, ну короче, его отец выходит с Польши. Он мигрировал с Польши в Израиль. Так что как-то так. И фамилия у него не Нетаньяху. Фамилия я забыл, как его фамилия. Но у него фамилия по отцу не Нетаньяху. Это уже потом фамилию он взял Нетаньяху. Так что как-то так. Миленковский вроде фамилия, Миленковский, если не ошибаюсь. Да, Миленковский. Во, правильно, Миленковский его фамилия. Ты напомнил мне. Участники, хочу подтвердить, что фамилия матери Путина была Шаломова, ну, если брать национально-этнический аспект. И во многом в еврейских семьях женщины имеют большое влияние. А вот Нетаньяху, вот, фамилия его не от израильского города. Нетаньяху, это уже взято, обманная фамилия. А вот его отец, проживая ранее в Восточной Европе и конкретно в Польше, родня имела фамилию как раз Милинский. Понимаете, это была еврейская фамилия, но восточноевропейской Польши. И Нетаньяху не дает ответа, почему же он взял фамилию от названия израильского города, а не какую-то восточноевропейскую польскую фамилию. Это очень интересно. Так же, как и Путин говорит, почему он Путин, а не Шаломов. Да, они, да, не только же с Европы они, многие, вот с Аргентины откуда-то они не приехали в Израиль, да. Вот реально, когда я их слышу, мне кажется, я слышу вот именно выходцев из постсоветских пространств, да. Вчера один хороший пример привел. Как раз в стриме было 4 человека, одна с Литвы, то ли с Латвии сидит, второй на Горске, наш там кавказский, третий с Украины, четвертый. И он говорит, вот посмотри, говорит, как вот этих людей победить? Ну и он еще выразился как бы по-своему, да, он еще выразился по-своему. Вот, ну, дальше продолжая уже свою мысль, сказанную вот им, да, так, а их же, и они вот, когда им выгодно, они же прикрываются каждой нацией, то есть они тебе не скажут, что он, как здесь орет, он еврей. Он будет говорить, он литовец, он украинец, он чеченец, он будет говорить, разные нации прикрываются. Это вы Зорин, вы помните, в советское время был такой политический обозреватель Зорин, Михаил Зорин. И был такой американский Генри Киссинджер. Помните? Кто помнит, пусть скажет. Я напомню кое-какой разговор между Киссинджером и Зориным. Была такая советская телепередача, называлась «Сегодня в мире». Там шла советская пропаганда, типа в Америке негров убивают, в Америке индейцев убивают. Вел ее этнический русский Михаил Зорин. Да. Значит, вел в очках такой дядька, сидит темненький такой, с темными волосами, и говорил, Америка так, Америка сяк, капитализм грохнет, ну, в общем, пропаганда. И в Советский Союз приезжает господин Генри Киссинджер, Брежневу. Да, значит, после встречи с Брежневым Михаил Зорин приглашает в свою студию господина Генри Киссинджера и начинает ему гонять пропаганду советскую госсекретарю США. И вот говорит, у вас это есть, у вас это есть, у вас индейцев геноцид делают. Генри Киссинджер говорит, да, сделали геноцид, у нас в школах говорят, что геноцид был. Типа, мы признали этот факт. А у вас это наоборот, у вас все народы ассимилируются, вы всех делаете русскими. Такие вещи начал говорить Генри Киссинджер. Этот замешкался, Михаил Зорин. И вдруг это Киссинджер говорит, хотите докажу? Говорит, докажи, что у нас типа народы гоняют. Говорит, вот вы, господин Зорин, какой вы национальности? Зорину говорит. Такой Зорин замешкался, подумал и вдруг говорит, ну, говорит, я русский. Генри Киссинджер улыбнулся, посмеялся ему в лицо. Знаете, что ответил? Сказал, а я немецкий.
Да, возвращаясь вот именно... А я немецкий. Да. Ну Ребят, да, они новость приживаются срочная. каждый, да. Но новая срочность, срочная это новая срочность. Срочная новость. Иран разбомбил несколько американских банков в Дубае. Пусть Начинаешь. приезжают на Кавказ. Пусть приезжают в Грозный. Да. Переезжают на Кавказ. Мы обеспечим безопасность. Сегодня, кстати, вспоминается... Мы добьемся независимости, пусть переезжают к нам. Мы не арабы. Пусть переезжают к нам. Участники, хочу напомнить всем, те переселенцы этнические, евреи, которые переезжали на земли государства Палестина, принимали гражданство Палестины, присягли. Просто приезжают. Вот. А якобы Америка, а шо? Под От него потом отказались, стали великими деятелями государства Израиль. И теперь Собор, зачем? Причем тут Грозный? В Ереван надо, чтобы приехали, там обеспечить. Грозный русским. наследники Джуктишин, Палестине Джуктишин, Элкш Эйтер, Хаммахар, Будулак, шук использовать. вот этот факт. Есть очень много таких примеров. В Палестину в очередной раз предали Палестину и теперь защищает Израиль. Но вот вы мне скажите, я, допустим, израильтянин, как я могу защищать границы своей страны, границы своей родины, вести оборонительную справедливую войну, если мне не определены границы этой страны? Это справедливо? Это не конфликт? Это не угроза? Пожалуйста, ответьте. И я могу ответить. Это русский шпион, под еврея косите. Дебил шмел, что ехать. И выдал этой стране сертификат о рождении, как государство. Да. И эта страна вышла в международные отношения сертификатом ООН, документом. И все признали. А потом появившиеся страны тоже признали эту страну. ООН был шикарной организацией для администрации государства. Шикарный. Как только тот же ООН признал Палестину, право палестинцев, и сказал, вы тоже имеете право на государство, вдруг он стал никчемной организацией. Все правила ООН отменены. Он никому не нужен. Какая-то страна со своим государством признается по ее конституции, правильно? В котором записаны все права и обязанности этого государства в этой стране. Почему за 75 лет, понимаете, не сделано? Израильтянам не даны, не определены все их права, обязанности и границы по конституции. Ответьте на вопрос. Это источник всех конфликтов, национальных, религиозных, территориальных и прочих. Вы с этим согласны или нет? Конечно, столько народу объегорить, столько евреев объегорить по всему миру можно? Из 153 государств 157 признали Палестину. То есть не то, что большинство, а почти все, да? То есть нет на сегодняшний день, я не знаю, ну, за исключением каких-то, может быть, великих держав, а-ля, которых признали все 193, да? Но очень многие сегодня есть государства, которые признаны не всеми государствами. Но эти государства есть, да? Но почему-то вот в случае с Палестиной из 193 157 признают, но нет, мало. Опять же, возвращаясь к сказанным в Ваге, да, вот, азербайджанцы с армянами там как-то пытаются договориться, как-то приходят к определенному компромиссу.
а мы-то вот помогали, да. Опять же, вот, ну это же хорошо. Но люди, когда начинают коммуницировать, общаться, налаживаться, это же когда люди приходят к миру, это же... А вам что? Вы, если желаете добро этим народам, вы, наоборот, за них должны радоваться. Смысл то, кому помогал. Какой это вообще смысл несет? То есть, я уверен, что так как есть эти люди, вот в этом их надо признать и сила, конечно, вот одновременно, да, они же знают языки почти всех народов мира. Вот может, прикрываясь там азербайджанцем или армянином, зайти любой из этих ушлепков, из этих ушлепков, представляясь азербайджанцем или армянином, пытаться вот это, чтобы они не договорились, чтобы у них не было этого, да, высказывая друг друга, выливая грязи там. Ибраим, я услышал прямую речь, вот я повторяю, вот прямую речь, которую я сегодня услышал. У армян был сейчас шанс с нами найти, говорит, общий язык. А они, говорит, побежали и с Азербайджаном, говорит, помирились. Вот смотри, Ваге, вот смотри, до чего это лицемерно, да? Вот они, когда начались с Турцией проблемы, чего они там выходили, орали? Начали им пальцем грозить. Да мы признаем это горе армянского народа. А до этого вы, извиняюсь за... Нет, я с любым турком. Я, как человек, который пострадал, ну, правнук, в общем... Нет, ну просто смотри, я с любым можно турком договариваюсь. Пожалуйста, до конца, пожалуйста. Я говорю, вот это до такой степени лицемеры, им, когда если что-то надо, они начинают сразу, да, вот это. Смотри, они как Турция говорят, ну, не надо с нами конфликтовать, иначе мы сделаем все так, как нам надо. Ты понимаешь, вот это их лицемерие. Из-за этого всегда говорю, это подлые на самом деле. Для них, ради своей выгоды, они готовы, блядь, знаешь, пойти как говорится, с дьяволом, блядь, подписать договор, блядь, понимаешь? Вот такой они народ. Ну, не весь народ, имею в виду, вот эти именно, те, кто вот это все творит, да. Какой, я говорю, турок хороший, плохой, мусульманин, не мусульманин. Брат, я с ним договорюсь, все. Конечно, мы сами разберемся. Мы вообще турки, армяне, мы практически мы сколько веков вместе жили. Разберемся. Даже если взять турков, да, некоторые турки... Брат, плохие, не говорим, плохие турки. Все, плохие. Но мы разберемся. Мы разберемся. Да вот на сегодняшний день. Нет плохой нации, есть плохие люди. Просто на сегодняшний день, вот армянин с азербайджанцем, если убрать из их вообще общения, в их общение, если убрать вообще такие слова, как Карабах, вот это вот всю военщину, если убрать, это просто идеальные друзья. Не, подождите, знаете, давайте так договоримся. Пусть это, у них есть государство Израиль, у них есть соседи. Сегодня они бомбят единственную христианскую страну региона, единственную. По конституции христианскую страну Ливан. Единственную. Там другой христианской страны, это последняя христианская страна. А Ливан это считается христианской? Конечно. А вы что, сегодня узнали? В 2026 году узнали об этом? Честно, не знал. Да. Вот с сегодняшнего дня знаете, что Ливан это единственная христианская страна региона. И, между прочим, Ливан... Значит, все другие страны вот смотрите, вот исламизированы. Дайте скажу карту. Можно? Вот ливанцы, например, они вместе с палестинцами живут идеально, никаких у них проблем нету. Понимаешь? Они, блядь, в Америке, а что здесь в Америке палестинцы не живут с нами? И смотри, они еще берут, удар наносят по Ливану. И говорят, как это их понимает? Им пофиг на всех. Им главное, чтобы они хотят свою эту идею воплотить. Понимаешь? Воплотить они хотят свою идею. И они делают Израиль источник антисемитизма. Понимаете? Израиль это генератор. Израиль, сегодняшняя администрация, давайте политическими терминами, чтобы мы несем ответственность за свои слова. Сегодня государство Израиль превратили рассадник и генератор антисемитизма.
Сегодня на каждом углу говорят евреи. Это нехорошо. Это нехорошо. Это так даже во время Гитлера не было. Понимаете? Это политический термин. Сегодня это генерирует, понимаешь, генерирует антисемитизм. Израиль. Если я не ошибаюсь, президент Сальвадора, если он по сей день есть, да, то палестинец. Этнически, по национальности он палестинец, да. И до его прихода на этот пост эта страна утопала в преступности, криминальности. То есть. И он, ну, если верить, конечно, вот тем передачам, целым документальным фильмам, которые сняты после его прихода на какой уровень, оно считается сегодня одной из самых безопасных стран в Америке. Да, вы правы, так и есть. 40 тысяч всех зэков собрал в одну зону. 40 тысяч. Самые опасные преступники в Латинской Америке – это сальвадорские картели. Всех загнал. И да, кстати, еще один момент. Среди палестинцев есть христиане, много. И католики есть, и православные есть. И эти всякие там протестанты, братья, такие тоже есть. Плюс еще есть язычники. Плюс еще есть атеисты среди палестинцев. Я лично видел полно. Очень много палестинцев живет в Аризоне, в штатах Нью-Мексико, в Калифорнии. Палестинцев, в том числе христиан. Это я вам говорю 100%. Ну, в Армении, например, сколько живет, да, например, палестинцев, они говорят чисто на арамейском, на языке Иисуса разговаривают. Это не палестинцы, это не палестинцы. Нет, не палестинцы? Нет, это ассирийцы. Здесь один из них здесь только что был мне здесь. почему-то говорили. Здесь был только что один неважно. ассириец был здесь из Армении. Ну, короче, смотри, неважно. Они говорят на языке Иисуса, да, и они проживают... Нет, они говорят на арамейском языке. Это язык Иисуса, да? Ну, я не знаю, чей язык. Ну, Иисус тоже говорил на языке, я не знаю. На языке. Я не знаю. Так же, да? Не знаю. Мне все равно, на каком он говорил. Абсолютно. И они всегда, всех пророков, которые приходили, они всех их убивали всегда. Вы представляете, вот, да, люди, христиане, мусульмане, иудеи, да, разницы нет, кто какой религии принадлежит. Вот если он исповедует свою религию, они умудряются даже на его религии манипулировать. Если ты мусульманин, если ты, ну, твоя религия, обязанность именно обязательные, да, вот, допустим, молитва обязательно есть, там разные есть, желательные, там, молитва есть разные, да. Если ты это делаешь на арабском, то есть у тебя прописано на арабском делаешь, то есть ты все арабизировался, да? А касаемо христиан, говорят, вы все нам должны, Иисус был евреем, вы христиане, вы нам должны, мы это источник всего того, что вы исповедуете. Ребят, ну извините, вы же плюетесь в него. Там, знаете, какой момент? Я этот вопрос долго изучал. Я иногда с некоторыми турбо-христианами, армянами говорю про это, по этому поводу. Ребята, говорю, если вы Иисуса только признаете, до Иисуса не признаете тот Старый Завет, тогда публично откажитесь. И если вы Ибраима не считаете святым, ихнего директора этого всего, тогда публично откажитесь. Скажите, мы отвергаем Старый Завет, только Новый Завет мы принимаем. И все их проблемы закончатся. Ладно, ребят, давайте всем мира, добра, здоровья, скорее. У христиан это легко решается. У христиан это легко решается. Пусть хотя бы у нас еще новые гости, да, сейчас, да, не про религию, да. То есть, да, давайте послушаем следующих гостей. Тут даже неудобно молчит давно Герб, я сегодня могу его ник правильно прочитать. И Вольф Герб, есть вам что сказать, добавить, отнять? Здравствуйте вам. Доброго времени суток всем. Алейкум ассалам, Машу. Алейкум ассалам. Добрый. Вот, ребята, я вот слышал, один раввин говорит. Слышно меня, да? Да. Да, слышно. Да, вас слышно.
Кроме иудейской веры, остальные христиане, мусульмане, там все, это рабы Божьи. А евреи, они избранные Богом. То есть все создано для них именно. И пока каждый из них не заимеет 26 тысяч рабов, 2800. 26 тысяч, я слышал. У каждого должно быть. Сколько там? И их миссия будет завершена, и придет Машиах. Почему, по какой причине они себя считают избранными? Потому что мы для Всевышнего все равны. У каждого своя вера есть. Вот. А они не думают, если все их рабы, почему рабы их 80 лет так херачат? Нет, то, что интересно, вот таким наивным человеком надо быть, это... Я удивляюсь просто. Поэтому, если человек возомнил себе, ставит себя выше и говорит, что он избранный Богом, вот это же в чем, где ты, в чем ты избранный? Покажи вот какими-то благими деяниями, я это понимаю. А тут одни беды, одно горе, одни интриги, одни войны. Что такое? Вітанечка, любі друзі. Добрий вечір. Мене звуть Володимир. Дуже приємно. Приємно. Щось хотіли сказати, Володимир? Та хотів трохи додати. Давайте. А ось мені цікаво, хто бачив, що Бог їх обрав? Ну, это они так говорят, это они решили. Ну, а хтось крім них це бачив, може, так чув, хоча б чув, можливо. Нет, ну, конечно, это богохульственная риторика, да, считать свою нацию какой-то богоизбранной. Это один из первых этих ключевых признаков нацизма, конечно. Конечно, если ты свою нацию превышаешь на фоне всего мира, то, господи, ну получается тогда. Да, но если есть хорошие благие качества, конечно, это, как можно сказать, мы это приветствуем, да? То есть творить богоугодные дела, там, все такое, да? А вот то, что вот это вот злоупотреблять, и на то, что мы на сегодняшний день, то, что мы видим, там, убивают женщин, детей по беспределу, еще при этом официально заявляют, что да, мы будем израильских детей убивать, потому что они подрастут, они нам будут мстить, они террористы, все такое. Официально заявляют. Это же вообще беспредел полный. Женщины, дети, старики, они ни в чем не винны. Политики вообще никакого отношения не имеют они. Це, напевно, вже можна назвати геноцидом. Конечно, геноцид такой, безусловно. Так они будут продолжать этот геноцид. У них же, опять же, возвращаюсь их официальному флагу государства, не имеющие границ, да, у них границ нету, то есть они границ официально нигде закон. Вот спроси у них, где у них границы. У них даже дипломаты, не знаю, у них даже эти премьер-министр Израиля не знает, где у них границы. Но он знает, но он тебе этого не скажет, этого не будет говорить. Что обозначает их флаг? Просто если говорить о их флаге, то их флаг вот начерчено, вот это красные линии. Там половина Ирака, там Иордания не существует, там территория Ливана, огромный кусок Ливана, Египта, часть Турции. Аннексованные голландские высоты. Сирия, да, это вообще голландские высоты, это еще ерунда полная. Дамаск еще они еще далеко они заходят там. Вот здесь они вот знают, вот это вот их, они кажется им, вот это их все границы. Конечно, они будут воевать и все время говорить, нас убивают, чтобы захватывать эти земли. И это они умеют ювелирно делать. То есть
Нам они говорят 7 октября, да, сами, мне кажется, организовали вместе с крысами из Хамаса это 7 октября, то есть, да, сейчас я не буду углубляться, там много деталей, да, в Сенате, или как у них называется, в парламенте же Нетаньяху спрос был в том числе, да, куда ты дел деньги, Катар, который тебе чемоданом передавал, и кому ты отправлял, отчетность, да, где эти деньги, говорю, спрашиваю. То есть, а до 7 октября, то есть не было, накупа не было, где 1 100 000 300 палестинцев просто за день, за два просто их вытурили, да, плюс около 130 тысяч палестинцев было убитыми, ранеными, потом 6-дневная война, а это куда мы, это что, мы забрали, кроме 7 октября ничего не было. Так, сейчас это солнышко потеряется. После этих депортаций, как бы, да, какой-то промежуток времени, до 90-х, можно сказать, как бы люди нормально начали жить, ну, в согласии, в дружбе, все такое. И все народы, можно сказать. А потом взяли союз, развалили они. И начинают они вот эти войны везде, вот эти интриги, провокации эти всякие. То, что вот союз развалили, это был тоже такой шаг у них, такой продуманный. Ювелирный, как Ибрахим говорил, ювелирный, заранее. Лет за 30, за 40 уже поставлен план. Ну, вы, наверное, все заметили, да, вот они, сидя в наших всех стримах, вот, выходцы из наших стран, да, из постсоветских стран, они сидят у нас как дома. Могут обсуждать наших правителей, нашу экономику, наши дела, с кем мы должны дружить, с кем общаться там. То есть, да, из себя будут, конечно... Так, коли мова заходить про Израиль, вони сразу меняются. Вот. И вот как ты начинаешь говорить про Израиль, не, Израиль не трожь, ты что, вообще что ли там, короче говоря? Не надо туда лезть, это не ваше собачье дело. Это не ваша справа, вони кажуть. Да, а к чему я это веду? Вот про эти границы, да, вот эти границы, которые я раньше говорил. Вот представляете, да, они уходят на эти огромный кусок территории, со всего мира собирают. Конечно, они евреям никакого отношения не имеют, но они себя будут называть евреями, да, это сионисты. То есть возвращаются миллионами на эту территорию. Так они будут везде, всюду лезть, блин, уже они там будут себя чувствовать уже не дома, а твоим руководителем. А ты попробуй что-то сказать против Израиля, да мы сейчас тебя там разбомбим нафиг тебе. Ты должен будешь признать нас, это, да, главенствующих. А какая нам разница шило на мыло менять? Русских на них менять. То есть эти нас пытаются русифицировать, уничтожить. Вот еще сходство. Если ты поддерживаешь Израиль, Абсолютно. Я ночью мацьет, ханнахум байлбалшоч. ты не чеченец. Они тебя будут определять, кто ты по нации, ты чеченец или не чеченец. Так же, как и россияне это делают, да? Поддерживаешь Россию, ты настоящий чеченец, ты украинец, да ты любой другой национальный. Не поддерживаешь Россию, все, ты, короче, нет, ты кто-то же есть этот человек, ладно, он не чеченец, там, не украинец, ну какая-то нация у этого человека же есть. Он просто говорит с вами не согласен. Говорят, что вы бандиты, вы террористы, вы убиваете людей ради территории, захватываете. Вы считаете себя выше. Одни считают, что они богоизбранные, вторые считают, что Бог с ними, мы русские с нами, Бог. Но даже сумасшествие. Как с этими людьми можно жить вообще бок о бок? Вот прикинь, да, как... Ибрахим, Ахма Барик. Умат Сабаев, просто негодование проявлял. Имеет. Удобненько. Вот как удобненько, да?
вообще беспроигрышно, да? Да, вообще беспроигрышно. В любом вале он сверху. Почему же, думаю, не придумали слово антиармянин? Да, кстати. Вот прикинь, да, так нет, Ильгар, это единственный случай, вот такой термин, да, в своем, я больше ни в какой нации не знаю, да, что вот за, там, не евреофобия, а именно антисемитизм, такой специально такой международный термин латинский придуман, понимаешь? Да. И каждый раз даже в ТикТоке всех определяют, а ты антисемит. Я говорю, я не знаю, что это за херня, но пусть будет так. Я еще хуже того, я фашист. Мне нравится. В какой-то вот в любой стране, допустим, есть статья за разжигание, да, межнациональной розни, да, но нет отдельной статьи за нелюбовь к азербайджанцам, за нелюбовь к грузинам, за нелюбовь к чеченцам, да. В законе именно а вот закон по антисемитизму, статья специально есть во многих странах. Ты прикинь? Сели на голову и ноги развесили. Избранный, что тут сказать, избранный. Пипец. Я представляю, да, чтобы в Конституции Украины, там в Уголовном кодексе Украины, что вот статья, да, за нелюбовь к армянам 5-7 лет. Я не представляю, смешно даже. Ибрагим, здравствуйте. Да, приветствую. Здравствуйте. Приветствую ваших гостей всех. У меня, ребята, скопировано персидское сознание, когда на столе 6 человек едят, мы прикидываемся, берем шею от курицы, играем наели. Когда все уже разговор окончен, дает наша учить. Все, что на столе, это мое. Лишнее забираю домой. Все это съедаю. Вот персидское сознание, оно такое. Оцените, Ибрагим, вы любите утонченные схемы. Как только начался азербайджанско-армянский конфликт, персы сразу перекинулись на сторону Армении. Помогали, бензин, топливо, все. Казалось бы, в Азербайджане шииты, и персы сами шииты, но они начали давить. До сих пор у них конфликт с Азербайджаном. На уровне правительства, на уровне электората. Вот. Ибрагим, вот задумайтесь, что за политика такая хитрая у персов? Я по поводу персов не готов ответить, но опять же, возвращаясь к теме стрима, да, но я уверен, что это невыгодно, чтобы народы Кавказа друг друга жили, да, спокойно, да, развиваясь, интегрируясь с международным сообществом, развивая все то, что у нас много есть, то, что мы можем, то есть у нас большой потенциал, да, у кавказцев, большой потенциал, но для этого нам нужен мир. То есть нам, когда говорят, вы еще не готовы, да, подождите, с одной стороны Иран нападал в свое время, убивал, да, грузин, то есть, да, армянов, то есть, с другой стороны, Турция нападала, Османская империя, да, то есть устраивала геноцид, то есть армян нападала на Грузию, да. С другой стороны, Россия, Российская империя захватывала Кавказ, убивала там, всех подряд уничтожала, то есть, да, полное уничтожение устраивала. Но это история, я понимаю, я сейчас не пытаюсь туда залезть, я о современном мире хочу сказать, я не хочу развивать сейчас историю. Вот. О современном. Нам нужно время, чтобы мы как-то начали нормально развиваться. Если нас каждый раз пытаются откинуть куда-то назад, а это как можно сделать? Стравливая нас друг другом, чтобы, основываясь на нашем немножко менталитете, да, они умеют манипулировать нашим сознанием. Вот опять же,
возвращаясь к сказанному, да, вот как антисемит, да, как они обижаются, вот когда ты говоришь о преступлениях, да, совершаемых государством. Вот у русских же тоже такое есть. Ты говоришь, не убивай, не бомби, не бей. Зачем ты бомбил Ахмадет, говоришь? Зачем ты бомбил Мариупольский театр, детей там поубивал? Вот, когда там было написано большими буквами «дети», он тебе говорит, ты русофоб, ты врешь. То есть, да? Ну так Да. вообще без проигрыша. Да, манипуляция чисто на фобию нации. Теперь, Ибрагим, как вы считаете, то, что бросил этот подлючий Пашинян кости, сколько лет нужно собирать эти кости? Вы думаете, что он мир хочет? Мое мнение, что лучшего премьер-министра не было, это мое мнение, да, чем Никола Пашинян, но это, наверное, вам лучше ответит Бака, если еще есть внизу из представителей армянского народа. Да, еще раз, Гербер, повторите вопрос. Повторите вопрос еще раз, Кто Гербер. думает, что Пашинян принес мир, бросил кости мира, тот человек не понимает, что через 500 лет рожденный армянин не будет согласен с Пашиняном. Мое мнение. А какая разница в смысле? Пашинян должен думать за армянина, который родится через 500 лет? Вы серьезно? Вы думаете, что в Армении с ним согласны? Я считаю, что с ним 90% не согласны. Откуда вы знаете? Я чувствую. А как его выбрали тогда? Даже после поражения в войне его выбрали. Спустя 4 месяца его народ выбрал. Еще раз. Это мое мнение. Я не хочу... На чем основано? Нет, мое мнение, вот мое сказанное, это не мнение, а факт, основанный на итогах выборов, поствоенных даже. А ваше мнение на чем основывается? На каких фактах? Ознакомьте, Сегодня пожалуйста. в Киеве может быть какой-нибудь премьер-министр, чтобы сказал словами Пашиняна? Может быть такое? Войны все разные, страны все разные, мышление народов и менталитеты народов все разные, итоги войн все разные, победы разные, поражения разные, причины войн разные. Причем здесь Киев? Что за чушь вы мелите, взрослый человек? Дай Бог, чтобы вы были правы. Я за вас. Да я уже прав. Я не буду, я уже прав. Гости стрима, приветствую всех. Вот этот наверху, я так понял, Ваги армянин. Да. Он правильно сказал, Пашинян это из всех примеров Армении. Для меня, чеченца, он великий человек, потому что он прекратил слезы армянских матерей, он прекратил слезы азербайджанских матерей. Вот эти конфликты земельные, пока существует центр под названием Москва, они будут. Через 500 лет пусть трава не растет на Кавказе вообще. Это нас не волнует. Здесь и сегодня. Вот над этим надо жить. Насчет богоизбранных людей вы знаете. Вы слышали, я лично вот за полгода 3 разумных евреев услышал в этих стримах, у которых чувствуется человечность. Вот армянин этот блогер сейчас, как его ведущий, как только он зацепился и сказал за христианство, там сколько грязи, сколько угроз, да мы тебя убьем, да мы тебе это сделаем. Да пошли все нахрен, грубо сказать, да? Вот эти угрозы, гои, мы все гои, мы потихоньку после этого тяжелого нокдауна приходим в себя. Люди начинают понимать. Люди всех национальностей, всех вероисповеданий начинают понимать. Потихоньку мусульманские страны, как вы тут заметили, Ливан захватили, его сейчас бомбят. На очереди Турция, как карта там ляжет. После Турции греков за греков возьмутся, за Кипр возьмутся.
Эти люди, если их можно людьми назвать, они не люди, это демоны. Пора нормальным, разумным существам под названием человечество, люди, открыть глаза и увидеть, что происходит в мире сегодня. И что эти нелюди творят. Я все сказал. За эмоции извиняюсь. Да, правильно. Не добавить, не убавить. Да, тут в комментариях пишут там неверующие и подобные. Я не богослов, конечно, я я такие вопросы оставляю богословам, будь он там закончивший христианскую школу, исламскую там, или иудейскую. Но я знаю другое. Если тебе не угрожает верующий он, неверующий он, если в твоей жизни, в твоей стране, в общем, да, всего того, что тебе ценное, то мне разницы нет. Он лично должен так же, как и я, умереть, так как я верующий человек, я знаю, я должен буду отвечать судный день за себя. Я не буду ни за кого, ни за Хурика, ни за Ваги, там, ни за Ильгара, ни за Геббельса. Каждого будет спрос индивидуальный. У него своя могила, у меня моя могила, да. То есть и в этом смысле и хвала Господу миров, да, все, что это справедливость. Давайте начинать с себя, я думаю, будет все отлично. То есть давайте желайте то же самое, то, что вы пожелали бы себе. Всего-навсего. Не надо себя считать выше или ниже кого-либо. Согласен. Согласен. Ребята, в Уголовном кодексе, также в Гражданском кодексе любой страны, даже в Африке, есть воображаемая сделка определений, мнимая сделка. Его не существует, просто для вида делать сделку. Если каждая страна молчит, эта сделка действительно. Если будет как вы все, значит это все действительно было. Я не прав, я извиняюсь, что я ошибся. Лишь бы все воображаемые сделки сохраняли молчание, и в конце она была действительной. Вот если бы Россия замолчала бы, сделка с Крымом была бы действительной. Одна из сторон через 50 лет кричит, сделка сразу становится недействительной, как на Украине. Желаю, чтобы на Украине тоже появился пример. В России, что Путин сказал, мы выходим с Украины, Украина это Украина. Извините, ребята, я ошибся. Я жду, когда Путин скажет. Не, Путин это не скажет. Путин это не скажет. Это скажет, это будут переговоры, но переговоры будут где-то под Москвой. Между Генштабом Украины и Генштабом России. Вот под Москвой будут переговоры. Иначе невозможно. Дай Бог. Дай Бог. Любой человек, если отдает добровольно что-то, это настоящая сделка. Нет, я вам говорю не о добровольности как раз. Потому что Москаль привык, он должен всю жизнь воевать, потому что в 4 года ему на голову картонный танк одевали и выводили на Кремль, на парад. Он к этому привык, так что его надо херачить, а не с ним договариваться. Ну, в любом случае, пистолетом или без, если подпишет, все будет нормально. Тут без права выбора, да, в этом смысле. Мы видим сегодня, как там Россия говорит, куда ступила нога русского. Причем вот это вот русского солдата, это и есть Россия, да, или Руссия, как они говорят, как земля русских. Вот от себя не воняет вот тех людей, которые служат в этих войсках, участвуют в этих войсках, российских войсках, когда они себя называют то, что русские, все, это русские, ты преследуешь интересы русских, то есть ты, то есть враг самого себя, то есть ты соглашаешься с тем, что в каком-то там отдаленном или близком будущем, то есть ты будешь русским, твои близкие родственники, пра-пра-пра-пра, там будут русскими, то есть тебе не дают права выбора, да? Опять же, то есть здесь надо быть немножко, да, более справедливым, когда нам говорят, кто-то хочет пытаться нас сделать
то, что мы должны кому-то, то есть, да, то, что мы вообще существуем, то есть, но это же полная ересь, да, полная ересь. То есть, но это говорят, да. это говорят люди на тормозном пути. Любая машина не сразу останавливается. Если разрушился, это разговоры тормозного пути. Но с 93-го года Кремль не представляет интересы своего народа. Я слушал одного аналитика КГБ, что он говорил, высокий чин. Он говорил, СССР стоял, стоит и будет стоять до тех пор, пока она стоит на страже интересов простого народа. Любой правитель, губернатор, начальник какой-то полиции или ФСБ в России, от него не идет запах отклика доброты к простому народу. Они его называют за столом быдлом. Поэтому тот, кто будет защищать этих козлов, он есть быдло. Да, риторика очень сложная. Опять же, так как у нас основная тема, вот как на карте указано, вот там же такая же вот риторика идет. У нас живут арабы, у нас живут эти черкесы, у нас живут дружи, у нас многонациональная страна. А завтра, знаете, будут говорить, у нас живут африканцы, у нас живут турки, у нас живут там, ну, уже кавказцы будут говорить, у нас живут, мы живем хорошо, вот, да, вот израильская карта, вот, эти флаги. Ребят, мы у нас, не у вас живем, мы на своих землях живем. Вы пришли к нам и захватили наши земли. Это касаемо и России, и вот этого Израиля, да, который, захватывая наши земли, говорят, вы у нас живете. В России шла борьба двух мировоззрений. Я за первый, за Клочкова. Спор был такой, победит Клочков или Чубайс. Путин посадил Клочкова, а Чубайс уехал с деньгами. Это вторая Россия, это грабеж, первая Россия, это идейная Россия. Да, новый бой зашел. Можно у вас высказаться здесь? Да, Ибраим, Да, интересный факт. Вы всегда об этом говорите, обсуждаете. 32 миллиона сейчас говорят. После 90-х говорили, в Отечественную войну погибло 62 миллиона человек. И факты, они занижались. По мульке еврейской говорится, что их 6 миллионов погибло. Официально Европа признает 2 миллиона цыган было убито именно фашистскими этими, Третьим рейхом. Никаких миллионов евреев не погибло. Это же, мы же знаем, что эта игра была именно создание Израиля. И контрибуцию вот эти все эти 85 лет от Германии именно получают евреи. И ни одна страна не получила никакую контрибуцию. Хороший закономерный факт, а? И по сей день имеют его, Германию. Мы в 89-м полностью оттуда вышли, 90-м. С Австрии 56-м вышли. Хурис, еще надо добавить здесь, ради справедливости, больше всего получают не евреи, то есть, да, которые приписали к себе евреям. То есть за счет евреев, пытаясь, ну, то есть как-то каким-то образом, он русский, украинец, македонец, чеченец, там, кем угодно, любой другой национальности, но только не еврей. У него где-то нашли в ДНК там молекулу одну, где-то загулялась когда-то, да, он радостно побежал за жирной колбасой когда-то. Ну, правда, они сейчас многие жалеют, что они туда побежали, да. Мы видели очередя в терминалах аэропорта, как они там скурили, что ее не выпускают с Израиля, то есть, да, бежать обратно, они захотели там вернуться, то есть, да, там, в Украину, там, в Чечню, там, Дагестан, Грузию, Армению, там, надо обратно вернуться надо. То есть, вот эти люди не являются евреем, евреев поставляют. Евреи это такие же люди, нормальные, адекватные. Согласен, действительно, не поставляют их. Именно поставляют. Вот эти нацисты сионистского толка, они именно полностью этот еврейский народ подставляют. Там в Израиле живет этот Алекс, он такие вещи там выдает. Например, этот ведущий тоже, наш Рома Грозненский,
ему вот в эту команду, банду разбойников, с ними полностью сойтись, ему его воспитание кавказское ему не позволяет. Он не может до конца с ними слиться. Хотя и любому человеку, когда за его народ, за нацию говорят, естественно, будет обидно, и автоматическая самозащита включается. Но они именно убегая туда, именно в этот Израиль, я не знаю, чем они там и вакцину вводят или что, я не знаю. И сразу вот этот нацизм, вот этот 40-х, который они там в Германии, короче, придумали, чествовали, приветствовали. Вот этот фашизм, вот эта человеконенавистская эта идеология у них сразу, у всех начинается, особенно у русскоязычных людей. Там до этого сатаны, там этот, как его, который разделил Газу, то все там с этим Арафатом переговоры вели, вот министр был там Израиля. Нормальный человек, нормальный, мыслящий, думающий о последствиях. Он хоть осознавал, хорошо, мы оккупировали эту страну, давайте хоть будем жить вот так у них ситуации, переговоры, все без этого насилия вроде бы шло. Ущемляли, но не так. Знаешь, как сейчас нас, скажем так, в России, вот если взять вот периоды войн, полный геноцид они устраивали нам за пределами и в Чечне. А сейчас чуть легче стало. Вот то же самое, такая ситуация у Палестины при этом премьер-министр был. Я сейчас имя его забыл. Они, по-моему, убили его, что ли? Или он сам умер, не знаю. Вот лет 35-40 назад был он такой. Премьер у них. Фамилия не помню сейчас. Там был Бегин, Берес, Шамон там другой. Ребята, вот да, его после Ословского договора его уничтожили. Ребята, хотел вот закрепить границы. У нас новый гость, давайте. Ибраим долго пытается прорваться. Ибраим, да не забудь свою мысль, я извини, что перебиваю. Да, Ибраим, включи микрофон. Да. Приветствую всех сначала, обычно, по традиции чеченским приветствием, Махмуд, приходите свободно. У меня немного, не то что немного, альтернативное мнение по вот этой ситуации. Курить, если можно, микрофон выключу, сильно. Насчет вот Израиля, насчет еврейской нации, как бы всецело поддерживаю израильское государство. Ибрагим, ты что, ты потерял? Удачи. Скажи мне, тебя уже сколько раз выгоняли, ты опять заходишь сюда? Послушайте, секунду. Когда люди говорят, я поддерживаю Израиль, это для меня, как говорит, поддерживаю Америку. Да? Вернее, я Америку, в том числе сегодняшний при Трампе, да? То есть, и Россию. То есть человек, который находится в оккупации, его земля захвачена Россией, заходит и говорит, я поддерживаю Израиль, другого оккупанта. И я просто этих людей, будь он украинец, я не раз высказывался по таким людям. Ибраим, я тебе честно говорю, ты если внизу слушаешь, да, мне ты чеченец, украинец, любой другой национальности, не надо поднимать людей, которые открыто говорят, что поддерживают Израиль. У меня нету ни малейшего сострадания к этим людям, ни малейшего. Будь он белорусом, любой другой, когда их самих оккупировали, и эти народы сегодня пропадают, да, то есть, да, убивают их, грабят, то есть, и они, когда говорят, я поддерживаю Израиль, как ты можешь говорить, Россия оккупант, а Израиль я поддерживаю, или наоборот, вот я против Израиля, поддерживаю Россию. Да идите вы, извините, да, пардон, это двойные стандарты. Да, продолжайте. Так, ребята, на площади раздают суп. Огромный казан раздают суп.
В городе есть и евреи, армяне, азербайджанцы, чечены и русские. В очереди за супом армянин стоять не будет, чечен стоять не будет, ингуш стоять не будет, дагестанец стоять не будет, азербайджанец тоже стоять не будет. Они не будут стоять. Это не политкорректность. Вот есть такое выражение у перцев намуз. У азербайджанцев тоже есть. У армян тоже, по-моему, есть. У чеченцев, может, такое название нету, но у них есть это. Они никогда не потеряют лицо. Например, в советское время они, если ездит в Севере Грозно на автобусе, он должен заплатить за всех своих одноклассников. Если нет денег, он отойдет на другую улицу, пойдет пешком, чтобы не оказаться в плохом положении. В чем выигрыш евреев? У них на лице написано «дай». И этот пронзительный взгляд тебя как бы просит. Поэтому они получили после Второй мировой войны больше профилирования. Они больше всех кричат. Есть у перцев такое выражение. Ребенок, который орет, кричит, сумасшедший, больше материнского молока сосет. Насосались они. Короче, дискуссии. Короче, я он иштауэн эриахкан жамаат юшунар 100%. Я сейчас убедился, вот за ними наблюдал, да, пару-тройку дней. Я лило, что и хорошо чистого ночи, и что как бы антисемитские, а вот на этой теме, короче, хичо, ненависть, короче, квалита эриях, конца движения, юшинар, 100%. И 100% как бы гебниковой теме. Может, полезно и очень хелмегуш, но чисто гебниково, короче. Он дальше уж русский щит чуэль, стучуах вежеш, цен ваховищин, короче, камелш дешпу, даже жуктеш, вы русские уже сами на Украину напали. Перебивать даже нет, это другая тема. Есть ваха, да. В комментариях у меня тоже они заблокировали. Мы вообще там упомянули насчет Гои, да, типа еврейские темы, и у них там написано насчет Гои и туда-сюда. Я из Корана им закинул 2 аята, после этого меня просто вот выключили комментарии. На вопрос им, типа, они говорят, это не религиозная тема, так, я им пишу, а про Гои тут что говорят дальше? Ну, это мы шутили бы, и все. Тем шутки типа можно говорить в односторонние ворота, а двухсторонние они не хотят. И что Аллах вела царги, Алчи сразу же тебя закрывают, чтобы мысль твоя не дошла. Да. Просто так, как бы, жук-ты себе шлил, пассажир швачун, они там днем и ночью именно вот эту вот тему видел, когда даже армян начал вот эту тему, что в Грозно пускай приходят туда-сюда, они тому эрдун, даже короче, Эура в этом конфликте, короче, там, в Ближневосточном, все равно он, штаты, он куша, а цари реагировать, да, что Вириван, перенаправить, там такого нету, то есть ты уже как бы планомерно, да, это всемирный, короче, гебниковый заговор, Иштарлурду из он дальше чошка баш, далеким обате, по разговору гушву, что что, да, ну, даже сейчас полезно, идеология полага, они где-то там во внутренних группах эти темы обсуждают и начинают их запускать уже в открытых площадках. То есть там непростые ребята. Вот эти вот там, еврейские какие-то общества, да, их вот эти блогеры, там, которые слушают, чтобы они понимали, что вот эти шпигуны, это как бы не есть общее такое мнение. Вообще, там, еврейские там, спецслужбы должны были пробить этих людей там, в местах их проживания, где они как
И все-таки вот даже такая тема понятна, что политический какой-то, политическая позиция, да, там, она неприступна, но вот на такое межрелигиозное, межнациональное, вот это, на вот этих, короче, их взглядах, потом вот эта вся сеть их международного исламского терроризма, то есть на вот этих вот моментах их полностью прощупать, и можно было бы конкретно этих людей, даже вот с кем они там сотрудничают, посмотреть и, скажем так, Сейчас Россия более мягкая. Да, я вчера за ними наблюдал, они у Пушистика какого-то русского, Гобникового собрались. Рой Пушистик, вот, ЧГТР, конечно, Цула, короче, ох, чуешь, Ченкала. Короче, Пушистик, вот, из Хиллал, короче, чуешь, Шерцун, целый Цайол. И он... И Арменин, и азербайджанец, сейчас Россия будешь хотеть просто. Не, там, видишь, армянин, азербайджанец, у них свои интересы, понимаешь? То есть эти люди, им интересно, армянам, у армян, вот это вот неизвестно, то есть армянин позиционирует, что он в Америке находится, даже где бы они ни были, вот смотри, мы там с вот этим Эдом общались здесь, и как бы абсолютно нам это общение, этот контакт, он не мешает ни с армянами, ни с азербайджанцами. Но когда азербайджанцы, армяне, украинцы, кто бы это ни был, они начинают вот этих будулаков использовать как пушечное мясо, там их подстрекать, их, короче, заряжать вот на такие, короче, ненавистные, короче, настроения, агрессию и так далее, то в этой ситуации, как бы тоже можно правильно им тоже вежливо объяснить. И вот эти будулаки, которые дают себя там использовать вот на этих, там, на чужих интересах, на их, короче, темах, на этих площадках, вот почему бы их и не использовать? Почему бы, если вот ходят тряпки, не имеют своего ни стержня, ни фундамента, ни каких-то национального идеи, интереса там на чужой какой-то теме установления халифатов, шариатов, на этом зиждется, короче, их вот эта идеология. Почему бы их, короче, и на армянской теме, короче, против евреев не использовать? Почему бы их на украинской теме против русни? Почему бы русня на своей теме против Украины? Вот это тебя будут во все эти использовать на любые, для любых целей. Если ты как бы занял позицию тряпки, вот ты тряпка, я это люблю пример приводить, лежишь тряпка, у тебя обувь грязная. И эта тряпка прям всей своей сущностью вот тебя просит вытри, почистить, короче, обувь. Я вот тряпка, для этого я создана, короче. И человек, взяв эту тряпку, почистив ей свою обувь, у него такой вины на нем нету, потому что он ничего плохого не сделал. Проблема в тряпке, которая вот себя именно вот такой вот, таковой, скажем так, зарекомендовала, да, всей общей общественности. А потом сидит, ноет, я не тряпка, я там что-то другое там. Поэтому армянщик, азербайджанщик, но во время дискуссии там можно четко расставить точки над «и». И армянскую тему, и еврейскую тему, и так далее. Но вот эти вот, короче, марионетка, и действительно, и
Эрмло дуненчует, жукте вилгна эл. И просто так вот, что хылла, каста, да, у них вот это вот противостояние теперь хылла. Велшу. Ну, вайн, короче, увещаться и разборка. Я в этой ситуации как бы занять позицию правды. И такую позицию примирительную, скажем так. Вот азербайджанцы и армяне, они гасятся за Карабах. Чеченцы чью позицию должны там принимать, я не пойму. Территориальная у них проблема. У нас что, своей территории нету спорной? Вот у нас всю землю русские отобрали. У нас какие-то там оуховские вот эти разборки там. Другие, что Карабах для армян или азербайджанцев отстаивают, это как бы наш интерес, что ли? Что, земли мало у армян или азербайджанцев? У них государства нет. Поэтому это, в таких ситуациях только примирительную вот позицию можно занимать. Тем более там на братском Кавказе, соседском, только примирительную. А что, короче, за разборка у армян и с евреями, короче, это как бы вообще непонятно. То есть эта тема вообще непонятна. Что они делят? Они не граничат. Что там происходит? Какие-то интересы, лоббирование там, я не знаю, по всему миру, или что за разборка, и нам туда лезть вообще нет смысла. А вот это то, что происходит там на Ближнем Востоке, там иранские позиции. Иран, народ Ирана просто необходимо поддерживать, да, поддерживать Богу, там, словесно хотя бы, да, поддержать-то ногчик Иран, там не целом дома, да, а мы поддержать. Просто Амду, вот народ Ирана, только его можно поддержать. А исламистов, шииты, они ваххабиты или кто бы там ни был, их поддерживать вообще нету никакого возможности, ничего. И Израиль, да, это государство. Имеет право он существовать? Конечно, имеет. На своей исторической родине евреи имеют полное право жить в своем государстве. И вообще это там единственный такой регион в этой всей, как бы, в этом регионе, скажем так, единственное государство, да, которое нормально там, цивилизованное, и вот то, что там вот это сейчас происходит, и там, и везде этому все равно так, какой-то конец нужно положить, но Трампе позиции, потом вот это дело с Эпштейном, как бы замутить не духа щадолул. И самая выгода из всех, самая выгодная вот в этом разжигании вот этих вот нестабильности, разжигания вот таких вот очагов каких-то по всему миру, как бы атака на экономику мировую. Вот это вот все, что происходит, самый огромный интерес в этом, это интерес русской гибни. Потому что у них нету как бы задней вообще. Им вот нужно вот так вот эти очаги понасоздавать во всем мире, и тогда их как бы не привлекут там к ответственности, и им до их старости, короче, там, до их гроба у них как бы дела на троне вот этом, да, там Гебня, там Путин, Патрушев и прочие вот эти русские террористы, у них как бы они себе старость обеспечивают таким образом. А вот в противном случае, короче, вот эта война в Украине, она не просто так, с бадуна там какие-то русские генералы сказали, что мы сейчас захватим, и Путин сразу, короче, на это повелся и пошел, захватил. Я с такой позицией не согласен. Да, частично я согласен с этой позицией,
Но без плана Б, С, Д, Е и остального алфавита русня туда не влезла бы и вообще не влезет. То есть вот эти все запасные варианты, они в дальнейшем использовались и еще неизвестно, как будут использоваться. Нашел душу мне, ну вот что, агулбилиш, одиозные. Ben doktor dün boyunca boş propagandist var. Etronini azdan şu heş at lica nochchik amyalda yaşori. Takita İbrahim boş budulak var. Şu haheş короче, на Израиле такой шпор подсоединились по ходу пьесы Эд. Потом Эд, короче, кричит в эфир: Дон Ахчи поднимите, короче. И присоединился он. И вот в русскоязычном пространстве, на этой площадке ТикТока, они, короче говоря, работают. Израиль, ты дакуш. О, там, короче говоря, Иран, что ты там, не святой. Хла Палестин святой. Бу Израиль, кадедеш, бу бог, та политик, та узурндук царь, ёкшик. Это уже понятно, что у них одна методичка задана. Да, но армянши интересно, видите, то есть они вообще и вайкит, да, свой даже движ что машо бренда. Жукте вилана эрно дуненчу эльч бог, инстер разборкши Азербайджаном поддержки, что эголет, тем буюреш. То есть у них вот такое отношение к евреям, оно как бы его еще можно там логически понять, как ты понимаешь, потому что у них явно идет какая-то вот разборка. А вот эти вот, какого хрена, извиняюсь, каким образом, каким боком вот эти вот будулаки, они вот в этой всей каше. Херцер, Эддо, вообще там, короче, армяне, армянские, айдол, по ходу талант, короче, уже Трамп там магистраль назвать, в честь Трампа, короче, штат, сцены, нормальные отношения налаживать, мою Армении. И якобы, Да. Эд должен был там, нет, там за американцев впрягаться, но нет, у них как бы асмаалра какая-то общая задана тема, и вот они таталини халят от Израиля, и дакуш букуш одинаково. Ну смотри, цен выгодно, могут Армянский народ не представляет, Дон Ахчи украинцев не представляет, Ронин чеченцев не представляет. Это вот какая-то вот отдельная вот эта вот кодла, которая гнет одну пропаганду одинаковую. Да, не Сега просто позиции, что удобно, из Америки, это чуть-чуть, окон Армении вообще олхма, да, любыми путями, наоборот, Америкин, как бы, удиехаш, удина, ишт, лилма, да, на вашей целом, дагах, Лила, аж мою Армению. Они не могут, инжуктишенцер, чуть-чуть был бельча, как бы Америка духалях мацалеется, а тут есть будулаки, которых можно как бы через кого-то, да, вот через раз я будулаков, та чухах, да, жуктишен американчин, там масана. Цендел, хош просто, хор будулак, масна чухахкел, кичук. И шайгар хехклуш тахилар има дуй блинса хох шадол хуманука догиеч. От Ибрахим ша милугоич, ша хунадинагу, ша харау, ша хокуза ашу, шиен полностью тиолда ду, ша цанна жуктичунах, дувершавац, ша тигар ду, короче, чеченицу, хокуз хадуй локуза, ша ук, короче, элла, ишт су позиция леча, цун полностью лайк шейтош айрварксо, молодец. Вот ты такой-то, это твоя позиция. То есть это ты не спрятался за чеченским флагом, за чеченской башней, за чеченским народом, за чеченским именем, ты не спрятался. А от себя вот это, свою позицию там, позиционируешь себя ненавистником еврейским, и все, тига дадолис. Тига шел проблем, да, мою. Но нет, здесь же не это, то есть они какие-то эрмлошаш используют, дар украинч используют, дар хьечар используют, да, хой, шаддол коман из их уста, понимаешь? Дому дар Сирия, короче. Шишаны, аяк чтюли шишаны, не галга шишаны, кабардин шишаны, шавак шишаны, но шишаны ты бич хушбухар, но вой нохчи маду даяха, не кам штрилца диез, не один диез боша.
يو قوم تخلي شوف شايل هر كروتش حتى يخوشول تيك كروتش ديجا يعني وين حتى قيس شاش زني отвечать صدو صار вообще бог урт мам خالي Грузия кистинчта шишен жизнь а ногти чуаца хилбол даже больше цабеш с грузинами ассоциироваться дешвеш шишен хулцера цана ногти тем юкэкэч террористический тем антэкэч да шишен Ибраим, خذها насчет Грозного и дяди Эдбо, что цена все тяца клир, я немножко там прослушал, куда все Эдварх хуй из иранчи ответ к банки, банкин что-то хал. Не, أثر أتويتكو إيران شوية ترتانك شو واش أمريكان شي короче ونادي ناك أثر территоришта за как бы злорадство держим пускай к нам в Грозный как беженцы приезжают там мы их будем там принимать боже как бы Армению Сабах свободную демократическое государство Армению в Ереван приезжаете мы вам беженцами примем Цабах, Грозный бош, короче, что я чувак. И то дебил, шкарзах его. Вот экспозиция в Цахлите, что как он до этого он утверждал, я могу принять лично, я пятерых беженцев туда-сюда, юх, резко, Новерга, Грозный, что худа холсуш. Прямо, кого он призывал приезжать в Грозный сюда, бацакитерсов, иранцев, цахизарос. Не иранцев. Типа, ну что киетрят, уж букто бич американчи, царь, тига, типа, гасить бинашват. Американчи, царь, тигар, сторонник, шуш. Просто странно, будучи армянином, АМЛР, зачем к нам их, вот он сказал, интересно. Непонятная его логика. Хош, драконы, бен, хакерги, хум шуицит, типа, короче, жуктишен, халла к нам в Чечню бош. К нам в Грозный бош. Хош, аж буде, де. Ну, если евреи приедут, мы жили с ними дружно всегда. Проблемят, он, может, не знает это. Высшим там Евреи, шабах кобьеш, буквой мах. Евреев надо просто приглашать, надо им, там, кто религиозно, синагогу построить, если надо. 100%. Европейцев надо приглашать, если надо, и церковь, кто религиозно, пожалуйста, церковь построить. То есть все умы какие-то, всех, короче, перспективных людей, просто не то, что приглашать, а нам, наоборот, им условия делать, чтобы эти люди нам как бы, и чтобы наш регион был безопасный, да, чтобы заинтересованность была всего мира, чтобы там, наоборот, не было войн, не было, короче, вот этих гобниковых всяких каких-то, чтобы не создавали там ИГИЛы всякие, чтобы это все контролировалось там мировыми какими-то, я не знаю, структурами, которые борются с терроризмом и так далее. В противном случае там закрыть один, наоборот, их страшно духой, то есть мы закрыть один, у нас же уже есть опыт, когда Ахмад Хаджи к шариату призывал в Чеченской республике Ичкерия, когда там закрылись, не могли как бы безопасность предоставить не приезжающим никому, вот эти похищения и так далее. Уже опыт же есть у нас. Мы всегда жили до войны в Грозном, допустим, новой конфессии, религии, темы никакой не было. И
умели с ними жить и никогда не делили их на свои и чужие там или на разные религии. Всегда ахин мадуай. Они просто не знают об этом, что это полют царствундейна. Вообще, евреи, что тут идеально, проблемный браться стал. В плане вот их культуры там, даже, например, русских, если привести там в нашу республику, то у них вот это бескультурие, да, там в трусах где-то ходить, потом там, бухать, короче, всякие, бушевать, или там девушки, проститутки там часто бывает, извиняюсь. Не хочу там обидеть всех, но вот очень часто так бывает. А если евреев взять, то евреи и культурно, и традиционное такое общество, да, которое вот этим развратом не занимается, как правило. Я просто хочу добавить, что мы всегда со всеми национальностями жили дружно, и никаких проблем у нас не было с этим. У нас еврейские кладбища есть. Если кто не знает, то есть в Грозном есть на кладбище, я сам лично видел, вот, в Октябрьском районе, где кладбище. Там со звездой Давида, короче, могила. Там люди, которые там проживали, там умирали, которых там хоронили, у них и близкие, и родственники. И вообще это и дружбу, и там это все наладить, по идее, надо было нам, да, вот, тем, кто за пределами нашей Родины находится, мы, наоборот, эти все мосты должны настраивать, устраивать, точки соприкосновения совместно, вот это проживание в прошлом. Но вот видите, тут что наоборот, все такие, какая-то меняемая часть общества, она затерроризированная, молчит, запуганы все, как бы, такую позицию пассивную заняли, а вот эти вот провокаторы, они лезут туда и создают наоборот вот эти распри, ненависть, там, агрессию. И мы проигрываем, то есть вот в этой всей ситуации сейчас вот мы думаем, почему же чеченцев, почему наш вопрос не актуален, почему в мире могут говорить за украинцев, почему в мире могут говорить там за палестинцев, за кого угодно. Вот Хардукшин, вот посмотрите на эти площадки, пойдите, интернет общественный. Когда ты там и против Америки, и против Израиля, и любой тебя, армян, дагестанец, короче, армянин, дагестанец, любой цыган, кто угодно тебя, как последнего пса там использует вот в этих темах, как с собой, конечно, никто не будет никаких. Где в мечах, в отношениях? Вот этот Ибраим, вот этот Хурит, который там был, Ронин вот этот, вот нормально, бийца, наркота. Вот эти вот всякие провокаторы. Хайнц, с кем они, какие отношения они наладили? Или наладили там интернет? С кем? С палестинцами, что ли? С кем, где какие-то мосты эти люди пытаются там выстроить? Когда их какой-то дагестанец использует или армянин какой-то. Как, с кем они что-то там полезное нашли или найдут? С украинцами, которые тоже их как будулаков используют. Они поговорят, 5 минут поговорил с ним, вот украинец, его риторику уже послушал, его их дебилизм, их вот эти религиозные всякие там высказывания и так далее. Все, он уже дальше с ним как с дебилом будет разговаривать, которого можно только использовать там против таких же дебильных кадыровцев. Вот иду к тебе, и все, больше там ничего. Поэтому, что масана дикашу ногти чуахуду, масана. Дэр хаак ишт, вернее, дэр цахаак, хуштаг хардушун, хардуй, вот хар нах бойцик делаешь. Орш дух хуштаг, хим цахашун, шудик дудуиш, ай чуатана в подушку. И станы мацхат. Хоцадик кантхеларахи. Гыл кулк дальше, ай в подушку, ай чуа. И станы мацхат. Общественный, мягкий политический площадки, короче, соцсети полностью.
Ciga rūdot tieši čuva hausiš. Idu hūštag masāli. Маршал Дома Сергей. Ибраим, тажим вещание расширить чудартияш YouTube чуплетиден. Из TikTok чур трансляцию в YouTube ретранслировать я бош дух хаттер та вариант ёлш. Умдой он хауш. TikTok чур эфирши, ой. YouTube чур тоже транслировать тич. Дикардар бог. Дикандер, если бы его и сюда, и в телегу, и формат использовать еще хую рамшта. Из хуйлк формат хуйлк, он и в Ютубе бывает, и в Фейсбуке бывает, и в ТикТоке, как бы там одно приложение, которое на все это транслирует. Как вот он его запускает? Через OBS ваш программе Леля Шумацонис, я предполагаю, что он через вот эту программу одновременно трансляция давать. TikTok одик алгоритм хул форматы. Там его 2000 смотрят, а в ТикТоке только 300. Сондел, тажим дико алгоритмы TikTok, дико чатают TikTok. Да, полностью, чтобы вот это развивать, просто войти слабо легнуть, вот его YouTube лило, сейчас тоже уже больше месяца там ничего не публиковалось, ни наш эфир, ничего. Так, раз я Facebook лило, что санага, короче, активно хлыл, потом раз его тормозится, да. И таджим и гулк дойш, короче, таджим продвинутый на войнука. Цахилар дуйте бошу, что-то все. Ца ситуация. Самот савоевоуша, диктин или диктадин, хоко дикто цадо элца. И хум хилдиеш модельцев, то есть каждый берет и делает то, что он может. И что цадавата. Вы куста зарплата челушта, что система мема целой. Дикна годуете, Ибраим, что и записи эфира не нужно выкладывать отдельно, да, скачивать аж. Они там сохраняются в Ютубе. То есть там перезаливать уешер, да, тига. Они так и останутся там. Эти записи эфиров. Маршал, что? Алла, чё? Дилер маршал. Поймать я хотел, но то чекнем так тоже под, ну, сделаем тогда лука. Мотига если Тарандина Ахен Долунду надо будет больше как бы принудительно, чтобы все следили за своими словами. Он дальше Ерха, там смысла нету, если там у нас там за месяц забанят, там уже смысла нету. Да, изам так как-то чаще, чтобы тоже смотрели, что проблем хотел лицом корона. И вот то, что и форматится, ди хуолчно, дисклеймер. И заход ушел. Рамштарно юцак чатту мэрцом, если TikTok так контролировать, я рорт базир вот канал Аян банчу говорю. Из мэрцом Рамштарно юцак. А дог канал Люша Рамштарна, все кратер. Та подписчик просмотришь уешь тига. Сун хахушца уешь, но из-за та проблемы, если канал уешала с канале Олшу, без проблем можно будет что на это дело, короче, делать. А канал Мечаду? YouTube канал из Олшу, там ну, где-то там под 70, ну, это трэш будет, чтобы лайв, вот, ну, просто... 7 человек или 1000? Да, просто 70 человек. Это просто канал. ЧДПшный канал, более сколько там, 4000, ну. Ну, все тогда, я улучшала канал, диктуй, так, проблем кулца есть. Просто канал, я не уверен, это спам, бот, хуяра из антиспам, унядинаг, или
лайв-функции дозволяет JCS точно хочет, на всякий случай баарасан. Бог, что не комментарии, не только комментарии, и люди, спикерш были, еще тоже включая их, потому что Замат, он у Кайра буду еще специально щекую судью по церах. Да, вот, он и страйк, плохо это царь, жалобы щекуюсь, и как только жалобы будут набираться, он страйк счету легко ставит, чего у тебя канал блокируется. Да, не спор. Надо обязательно дисклеймер регулировать по безарбунах. Дискуссии, культура дискуссии абсолютно хилца моментчика, мастер армат бэч, абсолютно то, что хумштуч, тани полезно до чумштуч, и хум обязательно жестко регулировать это дело, полностью согласен Рамштейнец. И субботу, чтобы уже все было подготовлено до следующей субботы, можем проверить, ехать, шажмер дочка тестовый. Да, инсам. Притык, умогалось, да. В субботу, ну,